Ну, вы вину признали? Да. Перед началом судебного заседания Азат Вафин заметно нервничал и старался ничего не говорить. 22-летний молодой человек еще во время следствия признал свою вину. Видеорегистратор зафиксировал, что на улице Островского он опережал другой автобус, который стал притормаживать перед переходом, пропуская людей. Идущих парня и девушку он увидел в последний момент и не смог остановиться, тем более, что дорога была скользкая. Молодой человек пытался удержать девушку, но не смог. Она шагнула прямо под колеса. Позже автоинспекторы установили, что водитель автобуса двигался со скоростью 33 км в час. Остановился он только через 50 метров от места наезда. Вафин, имея малый опыт управления транспортными средствами, управлял технически исправным автобусом марки МАЗ и в пути следования, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, не принял возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства, а вместо этого продолжил дальнейшее движение. В отношении водителя автобуса возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сейчас он находится под подпиской о невыезде. На суде парень рассказал, что по-прежнему работает на общественном транспорте, но уже кондуктором, и хотел бы рассмотреть дело в особом порядке. Впрочем, представитель потерпевшей стороны с этим был не согласен. Сторона потерпевшей не согласна с особым порядком и не дает свое согласие на рассмотрение дела в особом порядке. Считаю, что суд в полной мере должен рассмотреть материалы дела и вынести наказание, исходя из всей санкции статьи, которые предусмотрены за подобное деяние. Такой же позиции придерживался и прокурор. Исходя из этого, суд отказался рассматривать дело в особом порядке. Следующее судебное заседание состоится 29 апреля. Оно будет рассмотрено в общем порядке. На нем планируется зачитать обвинительное заключение и опросить участников процесса. Айрат Назипов, Наиля Абдуллина, вызов 112.